Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга White. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим драгоценным мнением в комментариях. На этой неделе произошло много событий, и нам будет что обсудить. Сегодня мы с вами обязательно обсудим новости Олимпиады, обсудим обмен заключенными между Россией и Западом, обсудим, нужны ли мигранты Словении и многое другое. Не переключайтесь. Молодая 27-летняя словенская дзюдоистка Андрея Лешке завоевала золотую медаль в Париже на Олимпийских играх. Во вторник ее встречали в Люблянском аэропорту Берник близкие, поклонники и официальные лица. Андрея призналась, что не ожидала такой теплой встречи, но на самом деле она очень устала из-за того, что очень сильно нервничала и до сих пор чувствует, как кипит адреналин в ее крови, и ей требуется время на отдых. Поздравляю Андрею с заслуженной золотой медалью и жду новых побед от словенской сборной. Андрея родом из словенского города Копер и не является трансгендерной женщиной. Наверняка вы уже слышали, что на днях произошел обмен заключенными между Россией и Западом. Конечно, это был очень странный обмен и, можно сказать, неравноценный, потому что Россия поменяла политических заключенных, которые были виноваты лишь в том, что выступали против войны в Украине и были не согласны с политикой российской власти. И российская власть взяла, можно сказать, этих людей в заложники, чтобы в дальнейшем поменять на своих шпионов и киллеров, которые были разоблачены и пойманы на Западе. Среди заключенных, которые были обменены на российских политических заключенных, была семья шпионов, которые шпионили в пользу России в Словении. Если вы еще не видели моего репортажа, который я снимала об этих шпионах год назад, то можете перейти вот по этой ссылке и посмотреть. Они жили в Словении не под своими настоящими именами и паспортами. Паспорта у них были аргентинские, а имена у них по паспортам были Мария Роза Майер Муньос и Людвиг Гиш. Но на самом деле их настоящие имена Анна Валерьевна Дульцева и Артем Викторович Дульцев. У этих шпионов были дети, и дети не знали, чем занимаются их родители. Ходили в школу в Словении и не знали, что их семья является на самом деле российской семьей. И дети даже не знали русского языка. И сейчас новостные паблики заполнило видео, где Путин встречает этих шпионов в аэропорту и здоровается с детьми на испанском языке. То есть эта семья имела аргентинские паспорта, и дети не знали русского, но знали испанский язык. И что интересно, в прошлом году, когда разоблачили этих шпионов, у нас в Словении и особенно в российском сообществе было много разговоров об этой новости, и люди даже сомневались, настоящие ли это шпионы или нет, может быть, их взяли по ошибке. Но сейчас даже пресс-секретарь Путина подтвердил, что это действительно их шпионы, и они их встречали как почетных, дорогих героев. Естественный прирост населения в 2023 году оказался отрицательным уже 7-й год подряд. И давайте посмотрим на статистические данные. В среднем за один день в прошлом году в Словении родилось 47 детей, а умирало ежедневно 59 жителей. В итоге за год убыль населения составила 4551 человек. В 2023 году родилось 16 989 детей, а умерло 21 540 жителей. По статистическим данным, большинство пар поженились в летние месяцы. Заключено было за год 6388 браков, что на 6% меньше, чем годом ранее. А разводов было 2165, то есть получается почти треть браков распадается. Посмотрим на прирост миграции. Он был положительным и составил 11 528
жителей. Но мы, к сожалению, не знаем, сколько мигрантов покидает Словению. Вот, например, мы узнали из предыдущей новости, что одна аргентинская семья покинула Словению. А сколько еще таких семей, которые незаметно уехали? И как-то недавно мне пришел комментарий на Ютубе, что спросили бы вы для начала словенцев, нужны ли им здесь мигранты или нет. Но судя вот по этим данным, Словении очень нужны мигранты, здоровые, активные и с детьми, для того, чтобы Словения развивалась, а не просто старела. В Любляне по-прежнему остается острым вопрос аренды жилья. Катастрофически не хватает жилья для аренды, и в то же время цены продолжают расти и расти. И по последним данным выяснилось, что в Любляне 11 400 квартир стоят абсолютно пустыми, и никто там не живет, и никто их не сдает. А данные эти удалось получить от главной электрической компании Любляны. То есть электрокомпания видит нулевое потребление света в данных квартирах. Только если хозяева совсем дошли до ручки и экономят на электричестве, сидя при свечах. Мы не можем однозначно ответить на вопрос, почему же люди не используют и не сдают свои квартиры. Или им не нужны деньги, возможно, они такие богатые, что только вкладывают деньги в недвижимость, но предпочитают ее не сдавать. Или, например, люди боятся проблем с арендаторами, что потом будут какие-то проблемы с квартирой, что ее убьют, что их невозможно будет выселить. А возможно, люди просто не хотят платить больших налогов. Ведь сейчас огромные налоги должны оплачивать арендодатели за сдачу своих квартир. Так что есть над чем поразмыслить. И в то же время в Любляне начали строить очень много люксового, дорогого жилья. И богатые люди вкладывают деньги в это жилье. А получается, что бедным и среднему классу негде жить. Мэр города Любляны Зоран Янкович заявил, что мэрия планирует купить жилье для студентов и сдавать это жилье студентам по льготным ценам. И помимо этого он еще заявил, что будет введен закон в краткосрочную аренду через Airbnb и Booking можно будет сдавать жилье не более 30 дней. Не знаю, обрадуются ли этим нововведением люди, которые сдавали свое жилье посуточно туристам. Делитесь своим мнением в комментариях, что вы думаете по этому поводу. На днях в Словении произошла грандиозная спасательная операция. Хозяин пошел в горы вместе со своей собакой, и собаку в горах укусила змея. Хозяин немедленно сообщил спасателям, что нужна срочная помощь его собаке. И спасатели выдвинулись пешком в горы, но понимали, что могут не успеть, и собака может умереть от укуса змеи. И тогда решили отправить вертолетом другую спасательную команду, которая быстрее доберется до собаки. И вы представляете, собаку доставили вертолетом в Люблянский клинический центр. Там оказали ей первую помощь и потом перенаправили в ветеринарную клинику, где она получила, помимо прочего, змеиное противоядие. И в конце этой новости нам пишут, что собака сейчас чувствует себя прекрасно. Вот на этой положительной новости я хочу закончить свой выпуск. И давайте в конце спросим у Алисы, какая у нас будет погода. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс 18 до плюс 28. Облачно с прояснениями. Спасибо большое, Алиса. Пожалуйста, всегда рада помочь. Друзья, на этом мой выпуск подошел к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим драгоценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!